Друзья, внимание! Ведь прозвенел звонок. Садитесь поудобнее, начнем скорее урок. Здравствуйте, ребята! Вы знаете, человеческая доброта – самое удивительное явление в мире. Попробуйте с помощью улыбки передать свое настроение. Я вижу, настроение у вас хорошее, деловое. Итак, за работу? На прошлом уроке мы познакомились с вами с видами транспорта и делили на группы. Давайте вместе вспомним, что такое транспорт. Транспорт – это средство передвижения человека на любые расстояния. Весь транспорт можно разделить на такие виды: воздушный, наземный, водный, подземный. Молодцы! А на сегодняшнем уроке мы с вами вместе отправимся в удивительное путешествие. Прекрасное место. Там жили наши предки. И ученые считают его бесценным сокровищем природы. Да, ребята, это Джайло. Кыргызы издавна были кочевым народом, разводившим скот. А теперь, ребята, закройте глазки и посчитайте до 5. И скоро мы окажемся в очень красивом горном Джайло. Услышим ревущих коз и овца, увидим скачущих коней и мычащих коров. На Джайло воздух чистый, а солнце прохладное. Ведь все самое красивое и удивительное в Кыргызстане находится не в городах, а в глуши дикой природы. Сезонные перекочевки делились на зимние. Кышто, от слова кыш – зима. Этот термин прижился и на сегодняшний день. Сельские местности в Кыргызстане называются кыштаками. Весенние – джаздо, летние – жайло и осенние – күздө. Жайло от слова жай – лето. Жайло – это летние пастбища кыргызов-кочевников, которые находятся в предгорных и горных районах страны. На просторах Кыргызстана расположено множество летних пастбищ – джайло. Джайло для киргизов – это не просто пастбище для выгона скота, это очень древняя кыргызская традиция, которая даже, несмотря на современный мир, глубоко почитается и сохраняется в культуре кыргызского народа. И вот мы приближаемся к юрте. Смотрите, ребята, какая красота! Кыргызский народ очень гостеприимный, и нас встречают все жители Джайло с угощениями, хлебом и солью, ворсаками и кумысом. Посмотрите, все в национальной форме. По традициям, ребята, мы должны поздороваться и попробовать все угощения. Какие вкусные борсаки, сделанные из теста и жареные на масле. Хозяева встречают с традиционным напитком кумыс. Пока не выпьем кумыс, нас не пропустят дальше. Но давайте сначала расскажу, как получаем кумыс. Кумыс, он представляет собой кисломолочную жидкость, получаемую из кобыльего молока в результате брожения. Издревле кочевники верили в целебную силу кумыса. Его использовали для лечения различных болезней, для укрепления ослабленного иммунитета. На Джайло люди живут в юртах. Юрта – это дом, в котором жили предки кыргызов. Юрта сделана из дерева, войлока и опоясана веревками. Каждая часть юрты имеет свое название. Кереге – деревянный каркас юрты. Түндүк – верхнее отверстие, служит для выхода дыма и освещения. Уук служит для соединения кереге с түндюком и образует купол. Юрта по отношению к дверному и дверному проему он делится на передний и задний. Тор
это противоположная сторона дома от двери. Здесь размещены ценные предметы, такие как войлок. Войлок – ширдак. Ширдак – это палас. Тышек – это постилка для сидения. Полки навешиваются с двух сторон от груза. Ловкость справа от входа к юрту. Будет бакан, кухня, еда и посуда, обувь и чашки. Мужская сторона – это левая сторона дома. Это мужская одежда, оружие, конское снаряжение. Улага – это вход в дом. Это национальные предметы быта. Они помогали нашим предкам вести домашнее хозяйство. Ребята, наверное, всем вам интересно, чем занимаются тут детишки. Детишки помогают своим родителям. И в свободное время все дети Джайло собираются и играют разные национальные игры. Кочевое прошлое нашего народа отражается и на наших национальных играх. Дети на Джайло собираются и играют в альчики. Альчики – это коленная кость в суставе у баранов, овец и крупного скота, коровы и верблюда. Игры в альчики считались мужскими, что одним из трогательных семейных традиций у кыргызов являлась передача игральных костей от отца сыну. Сын в знак признательности должен был сохранить их и пополнить полученную коллекцию новыми альчиками для своего сына. А знаете, девочки играют бишташ, это 5 камушков. Нужно обязательно поверх земли травы постелить плотное полотно. Обычно матери давались девочкам разноцветные куски плотного войлока, оставшиеся от ширдака. Иногда играли прямо на голой земле. Камушки собирали возле речушек. Девочки играют по очереди. Первый раз согласуется очередность. Если одна играя ошибется, начинает игру другая. Каждый этап игры имеет свое название. Суть игры в том, чтобы подбросить и поймать все камушки одной и той же рукой, успев при этом выполнить требуемые условия. Давайте попробуем. Ребята, помимо игры, дети помогают родителям в хозяйстве. Подогреть молоко и сделать курут. Ребята, давайте мы тоже из пластилина сделаем курут. Но прежде давайте расскажу, из чего делает курут. Как готовят курут. Курут, ребята, готовят из козьего или коровьего молока. Молоко сквашивают, полученный айран помещают в тканевый мешочек и подвешивают в тени на несколько дней для цеживания сыворотки. Полученную таким образом сюзьму добавляет соль, скатывает шарики величиной примерно с грецкий орех и несколько дней сушат на солнце. Нам понадобится, чтобы сделать курут, доска для лепки, пластилин белого цвета и стейка. Ребята, берем кусочек белого цвета пластилина и скатываем шарик. Вот наш курут, ребята. Вот, ребята, наш курут готов. Я думаю, что у вас тоже получился. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо всем за внимание. До скорой встречи!